Знай, что смерть — это назначенный час. Не ускоришь его и не отсрочишь. И кто из вас гарантирует, что он выйдет из дома? Кто гарантирует, что проснется утром в постели, что вернется вечером к семье, что дойдет до работы, что его не собьет машина или не остановится сердце? О, если бы это можно было гарантировать! Я удивляюсь черствости наших сердец, не зная, когда будем вырваны из этой жизни. Мы играемся и забавляемся. Так приготовьте же в этой жизни запасами хороших дел. Ведь ты не знаешь, ложась спать, доживешь ли до утра. И сколько здоровых умерло без никаких заболеваний. И сколько обреченных больных прожило годы. И сколько молодых в расцвете сил хотело пожить себе вдоволь, но их тела заполнили пустоту могил. И сколько невест угрожались для своих женихов, не зная, что погребальный саван уже готов для них. О рабы Аллаха, готовьтесь к встрече с Аллахом, поторопитесь с покаянием, будьте покорными и повинуйтесь Всевышнему, рассчитывайте свои души и вспоминайте свои грехи. Знайте, что мирская жизнь — лишь пользование малое. И когда настанет час, поклянется неверный, не пробовал он в жизни и часа или менее этого. Клянусь Аллахом, что эта жизнь и то, что в ней из наслаждений, страстей, дворцов, женщин, садов, богатства и потомства не сравняется с одним опусканием в огонь гиены. И для самого несчастного все его беды, болезни, страдания и невзгоды жизни забудутся после вкушения одного блаженства рая. В судный день приведут самого счастливейшего и самого богатого в этой жизни, затем поместят его в адский огонь на мгновение и спросит: «О, сын Адама, видел ли ты какую-нибудь радость в своей жизни?» И ответит он: «Нет, о мой Господь, никогда прежде не испытывал я счастья». Забудет он радости всей жизни из-за кратковременного, меньше секунды опускания в огонь, и затем приведут самого несчастнейшего и бедного, и введут на миг в рай и спросит: «О, сын Адама, видел ли ты в жизни беды и невзгоды?» И ответит: «Нет, о мой Господь, не было никакого несчастья, невзгод». Давайте же готовиться к этому дню. В этот день мы все будем проходить по мосту Сират. Он тоньше волоса и острее меча, и люди проходят по нему в соответствии со своими делами. А справа и слева крючья из ада, и среди верующих есть обладатели света. И они пронесутся по мосту, как молния. И из верующих есть проносящиеся, как скакун, и как быстрый бегун. И есть те, кто ползет на четвереньках, и некоторых из них хватают, и в них впиваются крючья ада. Причиной этого являются плохие дела и грехи, отворачивание от истины и лень поклонения Аллаху. Готовьтесь же к этому дню, к дому, в котором будете жить, и останетесь там. Клянусь Аллахом богатым, не помогут их деньги и имущество. Где те короли, где императоры, где их сыновья, где президенты, где министры, где их приближенные, где те прошедшие, где те, которые правили, где те, кому поклонялись, где те, кого боялись, где они все, где? Мы проводили их к могилам, где нет диванов и кресел, где нет прислуги, нет столов около них, нет дверей, чтобы ходить в гости, нет света освещающего, нет воздуха, чтобы дышать, нет ничего, кроме куска белой тряпки. И липкий червь претендует на этот кусок и возьмет от твоего тела, не оставив ничего. Аллах предписал тебе уход из этой жизни в конце пути, к концу повеления, после того, как ты прожил эту жизнь, и теперь в могиле ты соревнуешься с червем, и он отбирает у тебя нитку за ниткой, волосок за волоском, и дойдет до твоего тела. Если же вы были благочестивы и творили благое, то Аллах заменит ваш саван на врата рая и милость в доме вечности, и откроются для тебя врата рая, и будет расширена могила, будешь счастлив со своими хорошими делами, и скажешь: «О Господь мой, пусть сейчас наступит судный день! О Господь мой, пусть сейчас наступит судный день!» А если ты был из людей заблуждения, из потерянных, которые приумножают богатство за счет процентов, которые оставили мечети, забыли мусульман, уклонялись от своего долга перед Аллахом, погрязли в запретах Всевышнего, не сторонились мерзости и погрешений, то найдешь все свои дела перед собой. О, небрежный к своим делам и обманутый большими надеждами на эту жизнь. Смерть придет неожиданно. Могила — ящик твоих дел. Посмотри и заполни свой ящик. И если каждый из нас посетит могилу один раз в неделю, или раз в месяц, или раз в полгода, и посмотрит и скажет: «Это моя яма, это моя постель, это мой дом, я буду жить в нем один», оставил ли я для этого хорошие дела, или приготовил разочарование и горе? Прошу у Аллаха, чтобы Он облегчил наш конец. Прошу у Аллаха Его прекрасными именами и возвышенными качествами, чтобы Он улучшил наш конец. Прошу сделать нас
живущими на исламе и счастье. О Аллах, забери наши души на свидетельство единобожия и собери нас вместе с пророками. Прости наших отцов, наших матерей, наших предков. О Аллах, дай здоровье тем, кто жив из них, укрепи их и нас на повиновении к Тебе. И кто умрет из мусульман, вознагради их по своей милости и прости их, ведь Ты прощающий и любишь прощение.